Есть одна короткая, но невероятно сильная глава в Коране, которую каждый день читают больше миллиарда человек. Ее называют «Аль-Фатиха», что значит «открывающая». И она действительно открывает не только священную книгу, но и нечто гораздо больше. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Больше миллиарда человек. И они повторяют эти строки не раз в неделю или в месяц, а по нескольку раз, каждый божий день. Это делает Аль-Фатиху, пожалуй, одним из самых произносимых текстов в истории человечества. Так в чем же секрет? Что такого особенного в этих 7 коротких строчках, что они стали самым настоящим сердцем исламской молитвы? Давайте попробуем разобраться в ее глубинном смысле. Итак, вот наш план. Мы посмотрим, почему Аль-Фатиха — это открывающая глава, разберем ее как диалог восхваления, дойдем до ее сути, центрального завета, поймем, что такое просьба о прямом пути, и в конце поговорим о том, как все это отзывается в жизни верующих каждый день. Ну что ж, начнем с самого начала, с диалога восхваления. Молитва, намаз — это ведь не просто набор действий, это разговор. И что интересно, этот разговор начинает человек. Начинает не с просьбы, а со слов хвалы и признания. И вот первые слова, которые задают тон всему. «Хвала Аллаху, Господу миров». Обратите внимание на эту фразу «Господу миров». Не просто Господу людей или Господу этой планеты. Нет, с самого начала устанавливается масштаб. Речь идет о Творце абсолютно всего, что только можно и нельзя себе представить. И вот тут-то и кроется самое главное. Это не монолог. Священное предание гласит, что Бог отвечает на каждую произнесенную строчку. Молитва превращается в минаджат, личный, сокровенный диалог. Человек говорит, а Бог слушает и отвечает. В этом и есть вся ее сила. Давайте посмотрим на 2 имени Бога, с которых все начинается. Они описывают Его милость, но по-разному. Первое — Ар-Рахман, всемилостивый. Это такая безграничная, всеобъемлющая милость. Это как солнце. Оно ведь светит абсолютно для всех, без разбора. Для верующих, неверующих, для хороших и плохих. Вот это и есть милость Ар-Рахман. А вот второе имя, Ар-Рахим, или особо милосердный, это уже нечто другое. Если Ар-Рахман — это солнце для всех, то Ар-Рахим — это уже особый, направленный свет. Это милость, предназначенная специально для тех, кто верит, кто ее ищет. Это более личная, более глубокая связь. Итак, мы видим безграничную милость. Но тут же молитва напоминает нам и о другом, о том, что Бог — властелин дня воздаяния. Это очень важный момент. Милость и справедливость идут рука об руку. И за каждым действием в этом мире последует итог. Хорошо, первую часть восхваления мы прошли. И вот сейчас мы подходим к самому сердцу суры, к поворотному моменту, где динамика всего нашего диалога кардинально меняется. И этот аят — это и есть тот самый мост. Помните, молитва разделена на 2 части. Одна для Бога, вторая для человека. Так вот, этот аят — это точка, где восхваление Бога переходит в просьбу человека. Именно здесь заключается завет. И вот здесь происходит нечто по-настоящему удивительное. До этого момента в суре говорилось о Боге как бы в третьем лице. Господь миров, милостивый. А здесь, бац, происходит прямой переход. Тебе одному. Диалог становится абсолютно личным, прямым обращением. Вдумайтесь, в одной этой строчке сразу 2 мощнейших действия, и они неотделимы друг от друга. Сначала идет обет верности. «Тебе одному мы поклоняемся». Это заявление о преданности. И тут же неразрывно следует признание своей слабости и просьба. «И тебя одного молим о помощи». Это и есть ядро завета. Итак, завет заключен. И что теперь? А теперь наступает время для единственной, но самой важной просьбы. Это, по сути, и есть та самая половина молитвы, которая предназначена для человека. И вот она, эта просьба. После того, как человек поклялся в верности, он просит о самом главном, о самом ценном, о навигации в этой жизни. «Веди нас прямым путем». Не богатство, не здоровье, а именно правильного пути. Но что это за прямой путь, Сират аль-Мустаким? Это не просто дорога из точки А в точку Б. Нет, это целая система координат для жизни. Это самый короткий, ясный и правильный путь, который охватывает все. Во что верить, как поступать, какими моральными принципами руководствоваться.
Знаете, иногда, чтобы понять, что есть что-то, нужно понять, чем оно не является. И молитва делает именно это. Она дает ясность через контраст. Она определяет правильный путь, показывая два неправильных. И вот как это уточняется. Последний аят как бы рисует нам карту с тремя дорогами. Он просит вести нас по одной из них и уберечь от двух других. Таким образом, он показывает нам три разных варианта жизненного пути. То есть получается целая картина. Мы просим, веди нас по пути первых, облагодетельствованных, тех, кто знал истину и жил по ней, и убереги от двух других дорог. От пути тех, кто навлек гнев, они знали правду, но сознательно от нее отвернулись. И от пути заблуждающих, тех, кто просто потерялся, у кого не было знаний. Так просьба становится абсолютно конкретной. Итак, мы разобрали эту удивительную структуру. Но какой во всем этом смысл, если повторять это изо дня в день? Что дает это ежедневное эхо молитвы? 17. Просто вдумайтесь в эту цифру. 17 раз. Это минимальное количество раз, которое практикующий мусульманин читает Аль-Фатиху в течение 5 обязательных ежедневных молитв. 17 раз в день этот диалог возобновляется. Получается, это такая ежедневная, даже ежечасная калибровка души, как компас, который всегда нужно сверять, чтобы не сбиться с пути. Каждый день снова и снова этот разговор помогает переосмыслить свою цель, подтвердить свои обязательства и, самое главное, обновить свою самую важную просьбу о верном направлении. Мы с вами прошли весь путь Аль-Фатихи, от восхваления и диалога до завета и конкретной просьбы. И в конце остается один большой глубокий вопрос, который касается уже не только религии, но и самой сути человеческой жизни. Как вообще простой разговор, который повторяется каждый день, способен полностью сформировать и направить всю жизнь человека?